артиста Муслима Магомаева. Заслуженный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев. Что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Мы на чертовом крутились колесе. Эти слова о тебе, Москва. Я люблю музыку хорошую, вне зависимости от жанра. Но больше всего в жизни я люблю петь. Смотреть в зал и видеть, как люди слушают. Если бы какая-нибудь добрая фея представила бы мне возможность жить с самого начала, я бы вновь стал певцом. Сегодня вечером в нашей студии собрались друзья, знакомые, близкие, родные этого удивительного певца. И, конечно, наша особая благодарность за то, что в нашу студию пришла огромная любовь всей его жизни, его супруга, муза Тамара Ильинична Синявская. Добрый вечер всем нашим гостям. Добрый вечер, особенно, Тамара Ильинична, вам. Вы редкая гостья на телевидении, поэтому для нас это так особенно важно, что вы сегодня вместе с нами. Но я хотела сначала узнать, почему так получается, почему не так часто вы соглашаетесь? Лучше вовремя уйти, чем на 1 секунду задержаться на экране. Вот так? Да. То есть в этом смысле вы солидарны со своим супругом? Да. История вашего знакомства с Муслимом, она так довольно широко известна, что вы уже встретились с людьми зрелыми. Но вы когда-то сказали, что влюбились в его голос, услышав его однажды. Как так получилось? Что вы услышали? И почему именно голос вас так пронзил, что вы сразу поняли все про этого человека? Ну, вы когда-нибудь влюблялись в голос? Я разговорный, нет. Певческий? Вот поэтому для меня это так и удивительно. Не может быть. Ну, правда нет. Мне казалось, что как-то надо послушать, что человек из себя представляет. Зачем? Это было по радио. Я совершенно даже не представляла. Просто был такой насыщенный чувствами, чувственностью, красотой, интеллигентностью, каким-то необыкновенным обаянием. Голос вот и щелкнуло. Вот просто нырнула я туда, в этот голос. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Я ведь, когда услышала этот голос, я запомнила его. А потом он появился на экране. Сейчас это был 63-й год. Значит, ему было 20 лет. Когда он прогремел в Кремлевском дворце съездов. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Мы 3 раза знакомились. Первый раз познакомились 2 января 1965
75-го года. Это был концерт. Помните, в ВТО был утренний концерт. Вообразите себя 2 января. На утреннем концерте. Воображаю. На утреннем концерте. Да. Вот. Но он был уже прекрасен. Вот тогда я его, так сказать, услышала, что называется, вживую и разглядела. Потому что, когда я спела свое, что мне полагалось, я пошла в кулисы смотреть. Мы просто обменялись взглядами. Шагает солнце под бульваром, сегодня солнце влюблено, и на ходу влюбленный паром улыбается оно, и ветерок поет недаром, и день сияет голубой, ведь я шагаю по бульварам на свидание с тобой. Просто Искрящийся фонтан эмоций и такой темперамент, но... Ну, он сдержанный был, он сдержанный. При всем том, он был очень сдержанным человеком. И скромным. Воспитанным, скромным. И самое главное, застенчивым. Я хотел бы, знаете, вот на что обратить внимание. Дело в том, что вы показали 65-й год, это был твист. В то время твист вообще петь Запрещено. на сцене было нельзя. То есть это была буржуазная музыка, Да. и Муслиму разрешалось все. With her first hello, she gave a meaning to the sad, to all the night. There'll never be another love, another time. She came into my life, into my living fire. She fills my heart. She fills my heart with angel songs, with wild passions. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her love. I could go on I reach for her hand, it's always there, and she'll be there. К вопросу о бакенбардах. Это тоже было... Не разрешено было на телевидении. Ему разрешали. К нему подошел один очень известный певец и сказал: «Муслим, я тебя прошу, отрасти волосы. Нам не разрешают с длинными волосами выходить на сцену». В смысле, на экран, да. Ну, вот здесь вот он уже... Помочь не мог. Нет. Но бакенбарды протолкнул. Да. Но я хотела вернуться к тому, что и ваш голос в свое время произвел невероятное впечатление На кого? на Муслима Магомаева. Не знаю. Похоже, что он тоже влюбился. В целом произвело впечатление. В целом, не только голос. Но я знаю, что он очень скептически относился вообще, так сказать, к женским оперным голосам, а ваш выделял особенно. Не знаю. Но почему вы так... Вы тоже застенчивы, я понимаю, Я это не ваша семейная застенчивая. черта. Нет, я не застенчивая. Здесь немножко другое определение. Я просто скромный человек. О чем он, собственно говоря, и сказал в первую же нашу встречу. Так, Именно в этом же ВТО. что Когда сказал? нас представили друг другу, ну, он сказал, ну, так сказать, мне говорили: вот Муслим Магомаев, очень приятно. А вы кто? Значит, Тамара Синявская. А вы где-нибудь поете? Я говорю: пою. Он говорит: где? В Большом театре. Опустила я глазки. Да, скромно Да, потупив. скромно. Он говорит: не похоже. Я говорю: да почему? Слишком скромный. У нас был сначала телефонный роман. Довольно долго. И очень долго мы разговаривали на «вы». А раз знает об этом, а раз был свидетелем всего этого. Да. Связистом. Связистом. Да. И когда, значит, у меня были гастроли в Казани. Так. У меня была «Царская невеста». Ну, себе пою и пою, там, вот, объясняюсь любви к Грязному и так далее. Потом заканчивается второй акт,
Мне выносят на сцену, это не полагается посредине спектакля, выносят обычно Выносить в конце, цветы. да, вот как приветствие, как, ну нельзя же рубить, так сказать, действие. Мне вынесли вот такую вот огромную охапку цветов, но потом я посчитала, конечно. И поэтому история знает, сколько там было гвоздик. Но вы напрасно смеетесь, не из меркантильных соображений. Я посчитала из-за того, что я вообще такого огромного количества цветов на тот момент нашей жизни я не видела. Сейчас никем... Ну, в те годы 3 гвоздики, это уже было геройство но со стороны мужчины. Но если это была 21, вот наше любимое число, то это... А тут 153. А тут 153. А сердце-то ёкнуло, вы сразу поняли, что посредине действия только он? Нет, я не поняла. Ну, я поняла, когда я стала кланяться, когда мне вынесли цветы. И я увидела, что зал-то смотрит не на сцену, а все на ложу смотрят. Он появился в ложе. Он как раз к концу 2-го акта и появился. Ну, все стало ясно. Я думаю, а как сейчас вот я еще проживу 1 акт, а в 4-м мне умереть надо? Как дожить до этого момента. Да. Ну, в общем, вот так вот все это пережила. Но он правильно сделал. Он не пришел ко мне во время антракта, чтобы не сбивать, потому что он артист настоящий. Потому что если ты находишься в образе, и к тебе кто-то приходит, ой, слушай, Да, ты так здорово поешь, а конечно, ты знаешь, вот последняя новость. И что? Да, это И что? мешает. А тут-то гораздо сильнее впечатление. Нет, Не последняя да, новость, да, а сам да. принц на белом коне. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Вообще, у Муслима, у него была до Тамарина эра и Тамарина эпоха. То есть у него были как бы 2 жизни. Одна и вторая. Причем одна значительно отличалась от второй, потому что... Так, поподробнее, пожалуйста. В деталях. Нет, потому что, понимаешь, он же рос в очень сложных условиях. Он рос сиротой. Его отец погиб на фронте. Его воспитывал дядя, а дядя работал в Москве. Джамал Васильевич Магомаев был постпредом Азербайджана. И вот, понимаешь, когда он действительно вот совершенно безграничного таланта парень получил возможность спеть во время декады Азербайджана в Кремлевском дворце. И на следующее утро был отчет в газете «Правда», в главной газете страны о этом концерте, и где было выделено вот его выступление. То вообще, мальчик, пацан, никому неизвестный, 20-летний. И это, знаешь, он действительно, вот, на утро проснулся знаменитым. Он действительно на утро проснулся знаменитым. Арас, я знаю, что вы тоже многократно рассказывали о том, как вы способствовали телефонному роману, но тем не менее, поделитесь с нами этой историей. Почему именно через вас Муслим Магомедович пытался как-то связаться с Тамарой Ильиничной? Не предавай. Я просто тогда работал в Министерстве связи. Это был самый прямой путь. Да. Прямой смысл слова «связи», да? Да. Сейчас это трудно себе представить. На самом деле, в то время дозвониться в какой-то другой город можно было прождать день или 2. То есть не соединяли. Ты звонил в 07, размещал заказ, и надо было ждать. Да. И Муслим... А ждать было невозможно при таком темпераменте. Это раз. Во-вторых, можно было и не дождаться. А Муслим при невероятной популярности, то есть с ним мечтали просто рядом там постоять, там, я не знаю, чтобы дотронуться до него. Он был как икона. И он звонил, извиняющимся голосом, мне говорил: Арас, понимаешь, вот мне неудобно. Я говорю: да, Муслим Магомедович, о чем вы говорите? Я говорю: с удовольствием, в любой момент. Ну и, в общем-то, я его, естественно, тут же там организовывал, чтобы их соединили. И смотрел, чтобы телефонистки не подслушали, потому что они знали, кого они соединяют. А песня «Мелодия», в общем-то, это история вашей любви в значительной степени. И первый раз вы ее услышали по телефону. Все знаете. Все, как дым растаял, голос твой теряется вдали. С
тебя заставила забыть мелодию любви. Я была в Италии на стажировке. Он мне звонил туда. Уже не через Араза, а через центральный телеграф. И у меня было ощущение, что нас все слушают. Потому что, ну, понимаете, вот он заказывает и сидит в номере, он жил в гостинице «Россия», и ждет, когда вот дзынь, и он возьмет трубочку. И, конечно, там потом одна женщина призналась, которая была в то время телефонисткой. Вы себе даже не представляете. Мы слушали 2 телефонных разговора. Высоцкого с Влади и Магомаева с Синявской. У них хороший вкус был. Хороший. То есть они были в курсе дела. Ну вот я приехала, значит, туда, прилетела, вернее. Раздается звонок. Бонджорно. А я, уча немецкий язык в школе, я в первый же момент просто... Можно я скажу неприличное слово? Давайте. Облажалась. Облажалась, когда вошла в Скала. И у консьержа, значит, мы, так сказать, раскланивались. Я хотела поразить его знанием итальянского языка. Говорю, «Гутен так». И все. И у меня ступор. И я поняла, что я ни одного слова в Италии не выучу. Ну, Ошибались. В этот день. В этот день не смогли. Не смогла. И вот когда он мне говорит «бонджорно», я уже знала, что такое «бонджорно». Я говорю «бонджорно», «come stai?» Тут уже заминочка, потому что я дальше уже не знала, что мне ответить. Я пока А не это учила. Муслим был? Вот так Муслим, конечно. Он же до этого учился в То Италии. есть он решил вас Он проверить. тоже стажировался Он там, да? стажировался в Италии 10 годами раньше. Вот он и звонил. «Come stai?» Как дела? А я не знаю, что ему ответить. А я говорю, что-что? А он говорит, ну, понятно, вы еще не проходили, он мне говорит. У него с юмором было, как говорят у нас в Германии, alles ausgezeichnet. У него было все в порядке с юмором, поэтому... Ну, а потом, значит, звонит через некоторое время. Ну, уже получше разговор пошел с моей стороны, потому что я уже набралась десяток слов, и я решила их сразу все выложить, что знала. Вот. А он потом, вы знаете, говорит, я здесь записал песню, послушайте. Мелодия была. Я послушала. Он, значит, берет трубочку. Ну, что вы скажете? И я говорю, вы знаете, я там во втором куплете не очень слова поняла в начале. Он говорит, сейчас, одну минуточку. Я говорю, нет, уже я сразу вспомнила, что сколько стоит это денег. Потому что вы не представляете. То есть вы-то все представляете, а вот люди, которые здесь молодые, вы не представляете, сколько это стоило денег. А он жил только на то... Миш. Да нет, и потом он настолько был щедрый человек, для него, как раз этим его не испугаешь. Нет, вот он споет концерт, он этот весь концерт может, так сказать, в этот же нет, день... Больше того, в дотамарную эпоху в Москве могло быть заказано в 5 ресторанах столики, сели его друзья, а он не появлялся ни в одном. Он сел, репетировал в гостинице, честное слово. Он оплачивал там, условно говоря, 5 столов, это правда. А при этом нигде не появлялся, понимаешь? Причем это было не один раз, и несколько. Потому что он азербайджанец из Баку. Да. Это тоже правда, но он еще к тому же был уникальный азербайджанец из Баку. Его щедрость была совершенно запредельная. Поэтому он денег вообще не считал. Вот сколько было, столько было. Я хотела бы, чтобы мы сейчас посмотрели Александру Пахмутову и Николая Добронравова, которые являются авторами песни «Мелодии», как они вспоминают о ее создании. Не похож на... Моя мелодия. Песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Мелодия» стала мелодией настоящей любви для Муслима Магомаева и Тамары Синявской. А вот другая песня тех же авторов «Прощай, любимый» помогла сохранить брак артистов в сложный период их жизни, в период ссоры. Все переживали, это не только мы. Там... Очень много. Все, да. Все всесоюзное радио, музыкальная редакция, все переживали. Да, и вот тогда мы вот написали такую песню. Да, тогда мы написали песню для Тамары. Бьется сердце к сердцу без оглядки, без оглядки.
И вот так случилось, что когда прозвучала эта песня, Они помирились. они помирились. Вот ведь как. Стало быть, этой песне предшествовала какая-то ссора. Ну, это как всегда бывает. А как? Темпераменты, характеры. Уже взрослые люди. У каждого за спиной, если можно так сказать. Было что уже- вспомнить. Естественно. Мы встретились уже, ему было 30 лет. Мне было, соответственно, не скажу. А мы не будем настаивать. Вот. И поэтому, конечно, уже взрослый. У меня большой театр уже вот тут вот висел. Понимаете, таким хорошим, красивым, не шлейфом, не грузом, а царской мантией. Конечно, это все, так сказать, это не просто так было. Но вот когда он появлялся рядом, уже ничего этого не было. Никаких мантий, никаких царских корон. В 2008 году Муслим Магомедович вспоминал о том, как влюбился в вас. И вот у нас есть эта небольшая запись. Давайте посмотрим. В Тамару я влюбился и как-то подумал, что это последний раз в жизни уж точно. Потому что 3 раза влюбляться уже это чересчур. Мне до сих пор ужасно неудобно перед ее мужем, Сережей. Потому что он отличный парень был. И мы начали дружить все втроем. А так получилось, что я отбил. Но здесь не я один только виноват. Пусть Тамара тоже отвечает за это. Вы знаете, да, я хочу сказать. Знаешь, вот вопрос о муслимом характере. Какой еще человек, будучи великим певцом, уже много лет мужем, кто будет через сколько лет говорить о том, что много лет уже прошло, как они вместе, говорят, мне так неудобно, что я отбил Тамару. Миша, он очень порядочный человек. Я об этом вот это говорю. слово Это сейчас... потрясающе. Это раз. Во-вторых, мне всегда больно смотреть эти кадры, потому что это было практически, ну, я не знаю, может быть, месяца за 2, за 3 до того, как он ушел. Он был очень больной уже. А это, кстати, летчик-испытатель Георгий Константинович Масолов. На вашей свадьбе? Да. Свадьбу гуляли каким-то немыслимым количеством гостей. Да? Ой. Для сегодняшнего дня это было просто узкое застолье. Которые мы листаем в глянцевых журналах иногда. Сейчас это было бы узкое застолье, но в те времена, значит, легенды слагали о том, какая была свадьба. Но главным образом про порядочность и невероятную отзывчивость Муслима Магомедовича, который пел для публики. Кто не попал. Как это может быть? Кто не попал туда? Ну, наверное, почитатели. В этот момент это был его концертный зал. Тут сидело 100 человек гостей. На свадьбе? Да. Значит, где-то 1000 перед окнами. Он пел, немножечко спел, а потом совершенно случайно, или, может быть, даже его помощник такой был, Феликс, он сказал, Муслим, там вот полно народу. Это что они там делают? Говорит, они вот не попали на свадьбу и вот хотят тебя хотя бы увидеть. Он подошел, открыл фрамугу. Декабрь месяц, 19 декабря, как сейчас помню. Холодно, и он 2 часа пел просто практически свою программу. Боже мой, я думала одну песню. 2 часа. Правда, были последствия. Ну, 3 месяца он отдал. Бронхиту. 3 медовых месяца он болел бронхитом. Да. Но я думаю, что сейчас было бы самое время вспомнить еще один хит Муслима Магомедовича. Ах, это свадьба. А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу дали несли. Широкой этой свадьбе было место мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было место мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было место
Магомаеве, человеке, в честь которого назвали даже одну из планет Солнечной системы. Не переключайтесь. Сегодня вечером в нашей студии мы вспоминаем легендарного артиста «Золотой голос» нашей страны Муслима Магомедовича Магомаева. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. За нашим столом сидит замечательная певица Тамара Гвердцители. Здравствуйте, Тамара. Я счастливый человек, потому что выходил такой журнал «Кругозор», и там печатали пластинки, тоненькие, да-да-да. Да, гибкие пластиночки. И я просто собирала, потому что Муслим Магомедович исполнял песни, и песни, эти потрясающие песни, все попадали к народу, потому что у народа была возможность покупать в Союз печати вот эти пластиночные журналы, да-да-да. И там уже неважно, о чем шла речь. Там, в самом журнале, да, в самом журнале. Там главное, что было... Магомаев есть? Берем. Да, берем. И вот я целая коллекция. Ну, я знаю, Тамара, что в вашем репертуаре сегодня есть и песня «Мелодия», о которой мы как раз говорили. И я думаю, что нам было бы всем очень приятно ее услышать здесь, в этой студии. Тамара Гвердцители и Оскар Абдразаков. «Мелодия». Моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят цвет нежности твоей. Все, как дым, растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое проси. Зорь прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви?
цвет нежности твоей. Стань моей вселенною, смолкнувшие струны оживи. Сердцу вдохновенному верни мелодию любви. И прямо сейчас в нашу студию я хотела бы пригласить еще одного замечательного певца, можно сказать, крестника Муслима Магомедовича с точки зрения его карьеры и друга вашей семьи Имина Агаларова. Встречайте. Ну как вы так сразу прямо на пол? Здрасте. Именно мы с Тамарой лично интересуемся, тут 153 или поменьше? Я, честно, не считал. Вы не считали. Ну, правильно, перебивать Муслима Магомедовича незачем. Пусть это будет останется единственный человек, который дарил, да, 153. Имин, вы наблюдали тоже за этой удивительной семейной парой с детских лет, я бы сказала. Но чувствовали ли вы, что к Тамаре Ильиничне... Вот, Имин на фотографии, кстати говоря. Мало изменился. Совершенно не изменился. Тот же человек. Чувствовали ли вы какое-то особенное отношение к Тамаре Ильиничне в Баку, в Азербайджане вообще? Ну, вот видите, на этих фотографиях я еще не понимал, с кем я сижу. Вот масштаб человека, который рядом, да. Это всегда был для меня дядя Муслим, а вот была тетя Тамара. И только недавно она меня уже в приказном порядке сказала, больше так меня не называй. А как теперь, Тамара Ильинична? Ну, да, Тамара Ильинична, да. Трудно, конечно. И уже когда я повзрослел и как бы полностью офанател от творчества Муслима Магомедовича, и потом попал домой к Тамаре Ильиничне и Муслиму Магомедовичу и онемел. Потому что когда ты встречаешься снова с своим кумиром, это такое очень большое событие. Не мог даже произнести ни одного слова. Сидел как парализован. А самое трогательное для меня всегда было на семейных застольях отношения между Тамарой Ильиничной и Муслимом Магомедовичем. Было такое ощущение, что они только недавно познакомились, сейчас у них период ухаживания. Потому что это было очень всегда трогательно, очень нежно. Чувствовалась вот эта любовь, которая была очень уловима за этим столом всегда. Такого я нигде больше не видел. Только у вас дома. Приходи. Ну, мы вот сняли небольшой сюжет, связанный с местами в Баку, которые любил Муслим Магомедович. И экскурсию для нас провел его друг детства Актай Меркасимов. Это дом, в котором родился Муслим, и это дом, в котором прошло наше счастливое детство. Здесь мы гонялись на велосипеде. Машин почти не было. Сталкивались, ломали велосипеды. Мальчишки дикие были. А Муслим этого не любил очень. Он всегда высокомерно даже, как нам казалось, он относился к этим дикостям. Он удалялся, уединялся там. Потом мы к нему приходили, видели, что он уже сделал оркестровку, да, посылал всех, кто за скрипкой, кто за аккордеоном, как я. Приходили и репетировать начинали. Эти окна нараспашку. И эта сказочная, детская, наивная, но сказочная музыка лилась вот в этот двор. И все вот эти жители постепенно начинали открывать свои оконца
и высовываться. И дети, и старушки, милые старушки, все слушали нашу музыку. А потом, когда заканчивался очередной номер, все дружно аплодировали. Он моим соседом был, если не ошибаюсь, напротив. Мы в одном блоке с ним жили. Да, я очень люблю его песни. Это свадьба, свадьба, свадьба. Дальше. Из старой жизни сохранились вот такие уголки. Здесь стояли какие-то киоски, старушки сидели, семечки продавали. Мы приходили в школу с опозданием, но зато с полными карманами всяких деликатесов, типа семечек. Это музыкальная академия. Тогда она называлась консерваторией. И на первом этаже была наша школа. Вот сюда мы и приходили. А здесь мы учились. Я считаю, что Муслим Магомаев родился не в свою эпоху. Он человек на эпохе Ренессанса. Он прекрасно рисовал. Если бы он захотел быть профессиональным художником и углубился бы в эту профессию, он стал бы им. Он прекрасный композитор. Все мы его песни знаем. Он был бы замечательный пианист. А это вот все, простите, пожалуйста, это все работы Муслима Магомедовича. Конечно, он обладал уникальным вкусом. А в чем проявилась вкус? Во-первых, в выборе супруги. Это нет сомнений. Не в бытовом плане. Вот вы задавали вопрос, а нравился ли ему ее голос? Ее, конечно, вот этот масляный такой внутренний тембр пока еще никто не повторил. Конечно, Муслима Магомаева, как великого музыканта, это не могло не трогать. Но у Муслима свой голос. Это вот Бог ему дал. Он не случайно родился в таком клане. Понимаете, у него клан. 3 дедушки-композиторы, великий дирижер, отец художник. Понимаете, он не мог не родиться гением. У него такой клан, у него такие гены внутри. И вот последний Принц его... крови, получается, вот так да, просто. Да, аристократ он, понимаете, духа. А у меня другая версия, знаете? Какая? Дело в том, что о нем можно говорить в восхитительной степени, все человеческие качества перечислить, они в нем были. А мы же человека как воспринимаем? Внешний вид, голос и так далее. И вот этот его характер, абсолютно кристально честность, Да. порядочность и так далее, вот все эти черты характера мы слышим в голосе. И поэтому это нравится. Nessuno sa la verità, neppure in cielo che ci guarda da su. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te.
la verità è un grande amore, mai più grande esisterà. Сразу после рекламы единственная дочь Муслима Магомедовича Магомаева, которая сейчас проживает в США. Не переключайтесь. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вечером мы говорим о великом певце Муслиме Магомаеве и о феномене популярности его песен. И прямо сейчас в нашей студии Евгений Кунгуров, «Чёртово колесо». В зимнем парке тополя так грустны, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно о весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь во сне. Но я лечу стой снова, я лечу, одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу я к звездам, кричу, и вновь лечу. Кричу, люблю, и лечу я к звездам, кричу, и вновь лечу. Евгений Кунгуров! Спасибо. Муслим Магомедович женился чрезвычайно рано. Ему было лет 18, что ли, да? 19, когда он женился. И несмотря на то, что этот брак распался, в общем-то, именно в этом браке появилась его единственная дочка. Марина. Да, которая сейчас живет в США, но у которой мы взяли небольшое интервью. Давайте его посмотрим. Хочу представить членов моей семьи. Супруг Александр Козловский, сын Алан Максвелл Козловский-Магомаев. Помню дачу, помню Муслима, хотя мне было всего 4 года. Помню, как я купался в бассейне, а Муслим в этот момент ходил по бассейну, дирижировал, а я плескался и прыгал в бассейн. Наверное, многие не знают, что супруг мой, Александр Козловский, сын Геннадия Козловского, который написал 3 песни с папой. «Последний аккорд», «Принцесса Снежная» и самая известная и популярная, любимая всеми нами песня «Синяя вечность». Муслим пришел к нам домой и, значит, папе наиграл мелодию. Отец
с удовольствием, конечно, схватился это дело, он обожал писать стихи, это была его страсть. Муслим спел ее и говорит, что, значит, вот есть предложение поменять некоторые строчки, потому что там были строки «Ты разбиваешь и горе, и боль, море, возьми меня в дальние страны». И он сказал: Геночка, замечательно все написано, красиво, все прекрасная лирика, но этот текст не пройдет ни один худсовет. Скажут, куда-то вы, товарищ Магомаев, собрались какие такие дальние страны. В общем, кончилось тем, что, конечно, текст был переделан. Мы желаем всем всего самого доброго, светлого. Всего хорошего. До свидания. Тамара Ильинична, как вы наблюдали вот со стороны, каким Муслим был отцом? Так, обращаемся к термину... До эпохи. Да, это было до моего периода. Но вот потом же он общался со своей дочерью. Это не то слово, но это уже было общение взрослого человека с подрастающей дочерью, которая уже стала соображать, что такое в жизни музыка. Она девочка очень талантливая, очень музыкальная, что неудивительно. К сожалению, он очень переживал, что она... Так сказать, чем она сейчас занимается? Она закончила почему-то географический институт. Ну, видимо, там по другой... Вот она черненькая, похожа очень на него. Да невероятно, правда, да. Вот. А Алик певец, между прочим. У него в молодости, то есть совсем в юности, был такой звонкий, красивый голос. Но потом он вырос и вот решил стать мужем дочери Муслима. Вот так вот получилось. Там все очень переплетено. Да. А почему они оказались в Америке? В Америке это Алик раньше уехал. Алик уехал, и он увез Марину туда. Вот. Поэтому получилось так, что Марина, вот она оставила эту профессию, и она сейчас работает мамой. Мама, вот видите, какого молодого человека уже воспитала. Да. Алан, да. Муслим, кстати сказать, был, по-моему, первый советский эстрадный артист, который гастролировал за рубежом. Да, первый. да, У него были знаменитые гастроли в Париже. Это вообще была невероятная история. Это был первый советский эстрадный певец, который имел свои гастроли в западной стране. Вообще, за это небольшое время мы успели открыть массу вещей, которые Муслим Магомедович сделал первым, вот от бакенбардов, от репертуара и даже гастролей. Я думаю, что впереди нас ждет еще масса интересных подробностей. А прямо сейчас культовая программа «Время», после которой мы продолжим наш разговор о Муслиме Магомедовиче Магомаеве. Не переключайтесь. Сегодня вечером и сегодня в этой студии мы вспоминаем великого певца, золотой голос нашей страны Муслима Магомаева. Просто был такой насыщенный чувствами, чувственностью, красотой, интеллигентностью, каким-то необыкновенным обаянием. Голос вот и щелкнуло. There'll never be another love, another time. She came into my life, into my lonely fire. She fills my heart. А вы кто? Значит, Тамара Синявская. А вы где-нибудь поете? Я говорю, пою. Он говорит, где? В Большом театре. Опустила я глазки. Да, скромно. Да, скромно. Он говорит, не похоже. Я говорю, да почему? Слишком скромный. Самое трогательное для меня всегда было на семейных застольях отношения между Тамарой Ильиничной и Муслимом Магомедовичем. Было такое ощущение, что они только недавно познакомились, сейчас у них период ухаживания. Я хотела поразить его знанием итальянского языка. Говорю, гутен так. И все. И у меня ступор. Мне до сих пор ужасно неудобно перед ее мужем, Сережей. Потому что он отличный парень был. И мы начали дружить все втроем. А так получилось, что я отбил
Ну, здесь не я один только виноват. Пусть Тамара тоже отвечает за это. А мы же человека как воспринимаем? Внешний вид, голос и так далее. И вот этот его характер, абсолютно кристальная честность, Да. порядочность и так далее. Вот все эти черты характера мы слышим в голосе. Nessuno sa la verità, neppure in cielo che ci guarda da su. Ну что же, к нашей беседе присоединилась младшая сестра Муслима Магомедовича Татьяна Зайцева. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас у нас. Младшая сводная сестра, сестра по маме. Насколько вы младше Муслима Магомедовича? На 14 лет. Ого, серьезная разница. Но какими были ваши отношения с ним? Ну, отношения были прекрасные, вы понимаете. Почему у нас, вот вы начали, почему такая разница у нас большая? Потому что мама очень любила его отца, Магомета. Он погиб на войне. И мама 10 лет после войны ждала его. Не дождалась. Потом уже после этого, в 56-м году, появилась я. Первые мои впечатления, то есть первый раз, когда я увидела Муслима, это было лет 6 мне. Когда он вернулся вот с Хельсинки, где он получил лауреатство, что я помню, он привез жвачку. В таких вот упаковках прозрачных, целлофановых, потому что тогда не было, как сейчас, целлофановые разноцветные подушечки. И он такой, я была в коротком платьице, он говорит, Таня, держи подол. Я держу, он мне как насыпал. Вы знаете, я год угощала всех по одной штучке. Распиливая И год еще, я да. была, такая гордость у меня была, что у меня жвачка настоящая, потому что мы в те времена что? Смолу жевали, с деревьев вот этот налет вот этот вот желтый жевали, для нас была радость. А тут вдруг у меня полный подол жвачки. Второй, когда еще виделись мы, это мне было 14 лет, мы приезжали в гости, мы как раз сидели, была жива тетя Мура. А кто такая тетя Мура? Тетя Мура – это дядя Джамала жена. Ага. Это брат, да, который воспитывал Муслима. Вот. И в это время пела Тамара, молоденькая, такая хорошенькая, такая стрижечка, как у Мирей Матье. Вот мы сидим, тетя Мура первая, моей маме. Айшет, Айшет, ты смотри, тебе нравится эта девушка? Мама говорит, ну что, говорит, красивая, говорит, голос шикарный. Наш Мусик в нее влюблен. Вот таким. Знаете, что-то немножко так, как-то вот, а мама говорит... Кто мог понравиться? Это известное дело, да. А что, говорит, ты так пренебрежительно? Она... Что за союз двух звезд? Они же будут все время соревноваться. Но это не получилось, все нормально. Вот это тетя Мура. Да, это вот тетя это Мура тетя сейчас Мура на как экране, раз, да. да, вот это тетя Мура. Вивьен Ли, вылитая, да? Вивьен Ли, красивая очень женщина. Я тут услышала такую речь, что Муслим рос сиротой, да? Я бы вот хотела свое мнение сказать. Да, скажите, это, кстати, Дело очень в том, что, важно. посмотрите... Непонятно, почему Да. Муслим... Нет. Вот, если погиб Да. отец, это понятно. Но так или иначе, мама была жива все эти годы. смотрите. Что случилось? А теперь смотрите, в 42-м году мама его родила. Она 3 года первый самый, который положен маленькому ребенку. Она его вскормила грудью, причем в трудное военное время. Она до 3 лет находилась с ним. Но так как ей потом дали направление, раньше было как? Она закончила как раз в 42-м году только что Да, ГИТИС. давали И ей дали, распределение, да, распределение. Она должна была обязательно там, год или 2 отработать в Вышнем Волочке, иначе ее не брали бы в другие театры. И получается, бабушка говорит, куда ты поедешь с ребенком с маленьким? Ты езжай, устройся. А потом получилось так, что она, когда приезжает за Муслимом, бабушка в слезы говорит, Магометик погиб, его нет. Оставь это солнышко мое такое, говорит, единственная надежда, сколько мне осталось жить, ну оставь. И мама оставила. И каждый раз она приезжала, когда, вот она, видите, сколько фотографий с ним,
ну, с детства и до самой его, так красивая сказать, до мама, юбилея. И он очень похож на маму, кстати Да. говоря. Муслим Магомедович. Особенно они вот в возрасте, под старости, они стали совсем одинаковые, вот эти носы, вот это вот все такое. Ну, если вот показали бы, там есть. У нас есть даже небольшое видео, когда Муслим Магомедович вспоминает, как мама пыталась его выкрасть однажды. Мама после смерти папы, она... Драматическая актриса. Драматическая поэтому она актриса в Баку, она гастроли. прижилась. Поэтому она оставила меня бабушке, тем более бабушка плакала, как это, я пройду. И как-то она меня выкрала в Вышний Волочок. Решила, значит, чтобы я не забыл свою маму. И так меня забрала. Вроде бы на вокзал проводить с нашей домашней работницей. Тоже нам родной человек был, Маруся такая. Говорит, Маруся, говорит, сбегайте в ларечек, там что-то ей купить там надо. На дорогу. На дорожку. Я, говорит, покушать что-то не взяла. Маруся пока побежала, а она меня в поезд раз, и поезд уже трогается. Она точно рассчитала время. Таким образом, она меня увезла в Вышний Волочок. Я там с ней пробыл год. Не успел я к ней привыкнуть как следует, привыкнуть к жизни в Вышнем Волочке. Когда я вернулся в Баку, бедная тетя Мура и дядя Джамал меня не узнали, потому что я так говорил. Ну, как, я не знаю, из самой глухой русской деревни. Они ужаснулись. Это что с ребенком она сделала? Короче говоря, в общем, вот тем закончилось у меня свидание с моей мамой, где я годик с ней пробыл. Тамара Ильичевна, я хотела у вас узнать, чувствовалась ли нехватка материнской любви? Ну, была это рана для Муслима Магомедовича? Это у него надо было спрашивать, но я это чувствовала. Ну, Джамаладдин Мусульмович, вот он был вообще на большой государственной работе, Вот он, потом был, красивый да, очень. был послом, постпредом Азербайджана в Москве. Он, конечно, заменил его отца. Он очень много для него сделал. Он его вот опекал всячески, потому что все-таки он жил в Москве, Муслим в Баку, потом он брал его в Москву. Он его очень, кстати, переживал, что Муслим достаточно рано начал курить. Но он всегда курил, по-моему, безумно много и до последнего дня. Да, так и не бросил, несмотря на то, Никогда. что многие говорят. Но как-то он вообще не очень, да, допускал вмешательства в свои решения. Да. Но Надя разбросил. Мы с Тамарой Ильичевной недавно обсуждали Да вы что? часов на 5. Ну, это... Это он спал просто. Нет. Ходил как тигр в клетке. Вот ходил, хотел, потом... Он, вы знаете, он своему, можно сказать, телу, вот у него, он относился очень потребительски. Он не понимал, почему оно не выдерживает то, что он хочет Те делать. нагрузки, которые на него давал, да. Вот он хочет курить, он хочет сидеть с гостями, он хочет делать то, что он хочет. И он не понимал, почему тело отказывается это делать. Причем любые... Я, допустим, приходил, Тамара помнит, я приходил, я говорю, Муслим, дай я пульс посмотрю. Он говорит, что, врач, что ли? Что ты этот? Я говорю, ну да, я посмотрю пульс как... Я смотрю, он учащен. Я говорю, Муслимчик, надо пить таблетки, у тебя пульс. Он говорит, слушай, я творческий человек, ты пришел, я возбудился, у меня пульс должен быть... Хочешь, чтобы он был... Ну что, разумный ответ. Да. Тамара Ильичевна, а чтобы закончить ну, вот начатую тему по поводу мамы Муслима Магомедовича, так сказать, мама же была жива на протяжении очень долгого времени, умерла, в общем... Приличным Да, она. 80 лет, да. такой. Они виделись. И Да, какими видели. были Вот отношения, уже мама в как возрасте. он относился к маме? Вы знаете, он такой человек был, он никогда... Вот мамочка, Айшет Ахмедовна. Это у нас дома, да, в Мурманске. Да. Он никогда не позволял вмешиваться в свои, так сказать, во свою внутреннюю жизнь. Я могла либо догадываться, не дай бог, что-то посоветовать. Это было бесполезно. То есть я заранее знала ответ, поэтому не надо. Может быть, какими-то такими фразами, которыми, знаете, на сопротивление. Вот ты этого никогда не сможешь сделать. Ах, не смогу, и все. Вот так. Ну, это, так сказать, обратного. типично мужское, и еще плюс ко всему восточное. Как это я не смогу? Ну, надо было знать, когда ему такие предложения делать. Что касается мамы, он очень был рад, что у него есть мама.
очень рад был. Ну, симпатичный. Красивый. Носы одинаковые. Между ним и мной? Таня, она хохотушка. Хохотушка. Тоже юмористка. Шайта Федну, Царство Небесное, она была очень хорошая женщина, это правда. Мама и очень... он ее любил, да. только тайно. Как А как мама тетка. его любила? Мама каждая... подозреваю. Я привезла вот такую кипу газет, где все вырезки с Тамарочка, с тобой. Но она очень переживала по этому поводу, конечно, что она редко виделась с Муслимом. Могу сказать только одно, что мама всегда была в его сердце. То, что он был в ее сердце, никто в этом не сомневается. Да. Она до последнего его любила. Прямо сейчас любимая песня мамы Муслима Магомаева. Приснилось мне снегами полуша земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, вокруг царит зима. Зима, глаза домов, темным, метель ушли дома. А где весна, и как же так не быть весне? Она в тебе, она звенит во мне. Такого сна ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу. Геннадий Викторович, Муслим Магомедович был человеком настолько ярким, что, мне кажется, он вот просто располагал к тому, чтобы его захотеть пародировать. У меня вообще особое отношение к этому человеку. Дело в том, что Муслим сам прекрасно это делал. И я был этому свидетелем. Это было на одном из огоньков. Но Муслим подошел к инструменту, сел и сделал две зарисовки. На Георга Отца и на Полада Бюльбюль Аглы. Рашид Бейбутов, извините, Бейбутов. А у нас есть... Все три. Было три разве? Да. У нас есть кадры как раз, о которых вы вспоминаете. Да, давайте мы сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Шикарный певец был. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. По душам к нас зажглись, я шагаю с работы усталой. Я люблю тебя, и хочу, чтобы лучше ты стала. Быть может, ты забыла мой номер телефона. Быть может, ты смеешься над верностью моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Голос мой зовет, одинокая мое сердце с тобой встречи ждет. Голос мой зовет. Голос мой зовет. Одинокая мое сердце с тобой встречи ждет. Ты красива и беспечна,
но не забывай, красота, мой друг, не вечна. Ею Да. Мне просто какая... Понимаете, вот, в кусочке с отцем, я обратил внимание, там практически без склейки это. Ну да. Вот просто вот такое впечатление, что вот это один кусок. Конечно, Муслим не принимал участие в проекте. Точь-в-точь. Точь-в-точь, да. Но дело в том, что у него бы не было проблем. Не с одним образом, причем, Да. судя по всему. То есть кого бы ему не предложили. Да. Кстати, в проекте «Точь-в-точь» зато принимал участие Ренат Ибрагимов, который здесь у нас за столом. И давайте же мы сразу вспомним, какой образ достался Ренату. Я бросал, только черт заводит снова колесо, 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 и летит твое лицо. Но я лечу с тобой снова. Я лечу, эх, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я все-то кричу, Геннадий Викторович, что-то ваше лицо отражает. Бывает такое, что увлечешься, мимически иногда бывают странные, складываются. Прическа не понравилась или все понравилось? Нет, может быть, не понравился кто-то из Танцоров. членов жюри рядом. Вот, смотри. Нет, тебя же не было. Нет, что-то такое. Это не имело отношения к Ренату. Сейчас вспомнил одну историю. В Германии, в Восточной Германии, в посольстве, концерт. Делегация Советского Союза во главе с первым лицом, генеральным секретарем Леонидом Ильичем Брежневым. Брежнев Магомаева просто обожал. Даже больше, чем Акопяна. Значительно больше. Больше. Короче, выходит конферансье. Леонид Ильич сидит в первом ряду. Конферансье говорит, мы начинаем наш концерт. И открывает наш концерт. Брежнев говорит, Магомаев. Он говорит, нет. Солист Большого театра. Спел солист Большого театра. Дальше выходит конферансье, объявляет следующий номер. А сейчас, он говорит, Магомаев. Когда в третий раз конферансье начал объявлять артиста, сказал, не надо, пускай придет Магомаев. И все. Да. Я предлагаю нам сейчас вспомнить самую любимую песню Леонида Ильича Брежнева в творчестве Муслима Магомедовича. Сейчас я хочу исполнить одну песню, которую нам подарили в Италии наши друзья, бывшие партизаны. Прощай, Лючия, грустить не надо. О, белла, чао, белла, чао, белла, чао, 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 я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. О, белла, чао, белла, чао, белла, чао, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Чао!
Я хочу одну историю вспомнить интересную. Муслим, он, в общем-то, ведь был очень такой... Он, во-первых, был натуральный человек. Он искренний был человек. Одна была такая ситуация, это тоже очередной концерт был в Кремле. Он распевался у себя в гримуборной. Я у себя в гримуборной тоже пел. И вместе со мной в гримуборной был Гнатюк Коля. Он в то время только начинал. Он моложе меня лет на 10. И он меня вот так слушал, говорит, слушай, а как ты берешь эти ноты? Как ты? Покажи. Вот. Потом он слышал, там Муслим распевал, говорит, слушай, а нельзя ли к Муслиму зайти, познакомиться? Я говорю, ну, в принципе, можно. Он говорит, он человек такой нормальный, доступный. Я был уже знаком с Муслимом. Мы, кстати, с вами тоже в Кремле на банкете первый раз встретились. Помните, да? Да. Правительственный концерт был как раз на банкете вместе. Вот. И Николай начал спрашивать, слушай, Муслим, вот, Магомедович, а вот как вы, а вот как остальные певцы? Он говорит, ну, что остальные певцы? Вот, говорит, показывает мне, вот мы с Ренатом, говорит, поем. Говорит, да. Мне так неудобно стало, все-таки там много раз певцов мало, этих солидных, этих баритонов, которые достойны. Ну, Муслим, есть же хорошие певцы, достойные там. Слушай, он так с юмором. Орлята учатся летать. А вы, стало быть, два орла. Так мне, конечно, стало... Ну, это приятно было все равно. Он такой Еще бы неприятно, и конечно. поставил меня с собой с ним как бы рядом. Ну, поскольку в вашем репертуаре очень много песен Муслима Магомедовича, грех не попросить вас сегодня с удовольствием исполнить одну из них. По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. Свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Вот промчались тройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно не женатый, и жалел о том, что я не жених. А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Ренат Ибрагимов! Ну что же, сразу после рекламы неизвестные факты биографии Муслима Магомаева. Например, почему записанные песни к кинофильму «17 мгновений весны» не вошли в окончательный монтаж? Не переключайтесь. Между мною и тобою куни бытия, звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя?
Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне, добрая любовь моя. Ну что ж, сегодня вечером в нашей студии народная артистка СССР Тамара Ильинична Синявская, супруга не менее великого певца Муслима Магомаева. И сегодня за нашим столом собрались его друзья, знакомые, родственники. И к нашей беседе присоединилась певица Валерия. Здравствуй, Лера. Ну, я, наверное, чуть ли не единственная из всех присутствующих, кто, к сожалению, не была знакома с Муслимом Магомедовичем. Конечно, для меня он звезда планетарного масштаба. Я помню свое самое, наверное, яркое впечатление о Магомаеве, что меня больше всего поразило в свое время. Муслим Магомедович приезжал с концертом в город Саратов. И это мне уже пересказывали. Я, конечно, совсем маленькая была, этого не помню. И мне пересказывают. Значит, вот эта наша дальняя родственница пошла на концерт. Достала билет, прорвалась. Да каким-то образом ей удалось взять у него автограф. И он пожал ей руку. Боже мой, я когда не мыла эту руку неделю, я не могла понять. Я с такой степенью популярности больше никогда не сталкивалась. Я говорю, как же так? Это же не гигиенично. Ей было все равно. Вот знаете, как обожали его женщины, как его боготворили, как вообще его с ума сходила по нему публика. Это совершенно невероятно. Лера, ну и в твоем репертуаре есть песня Муслима. Вот она как-то случайно попала в него и, ну, наверное, не случайно осталась, я так думаю. Ну, я не знаю, если хотите, я вам спою. Да, мы будем рады, конечно же. Благодарю тебя за песен из города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, когда было холодно, лишь ты оттаяла, оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за все, за все. Ну вот песня «Благодарю», она написана на стихи Роберта Рождественского. Свадьба. У них был так называемый триумвират музыкальный. Бабаджанян, Магомаев, Рождественский. И я помню вот первый раз, когда пришел Муслим Магомедович, вернее, я это не помню, мне рассказывала бабушка, потому что меня укладывали. Они стали с отцом что-то в кабинете придумывать, и Муслим запел. Но было уже после концерта, время довольно позднее, а Муслим тихо петь не мог, этому совершенно было ни к чему. И вдруг звонок в дверь. Приходит сосед в простыне, бабушка открывает, и он говорит: Лидия Яковлевна, я все понимаю, но вы понимаете, время позднее, вы могли бы этого Магомаева выключить уже. Радио до 11 должно работать в Советском Союзе. Вы мне мешаете спать. И что-то стал выговаривать.
И бабушка, она тоже очень любила Муслима. Она говорит: «Мусик!» И выходит Магомаев живой к этому соседу. И он на него смотрит, но он чуть... Просто я упала. Бабушка была бы счастлива. Он смотрит на него совершенно с таким трепетом и говорит: «Ой, Муслим, почту за честь под вас уснуть». Это замечательная история. Нет, он был у нас, вот он обучает сестру, маленькую Ксеньку, ей 2 года, учил на пианино. Вот она пальцем что-то там такое пыталась изобразить, но он отнесся к этому с каким-то серьезом и вот абсолютно вот как учитель. Ей, правда, это все не понравилось, но у них была взаимная любовь. У У них нас были... есть даже кадры, как Роберт Рождественский рассказывает об этой любви. Это именно вот, да, вот... Да, давайте мы посмотрим. Когда моей младшей дочери исполнилось 3,5 года, А дочь она вот сидит первый внизу. раз влюбилась по-настоящему. Вот она, красавица моя. И мама. надо же было так случиться, что предметом ее любви, причем жуткой любви, истерической, стал Муслим Магомаев, который тогда довольно часто бывал у нас дома. Вы бы видели, как она готовилась, когда знала, что Муслим придет. Как выбирала платье. Ну, там было, по-моему, 2 платья или 3. Какие истерики были после его ухода, что он не заметил чего-то там в этом платье. То есть я стал опасаться за ее здоровье. И буквально на днях моя уже несколько выросшая младшая дочь, заполняя одну шутливую анкету на вопрос, кем вы хотели стать в детстве, честно написала: Муслимом Магомаевым. Слушайте, ну это прелестно. Был еще один триумвират. Роберт Иванович Рождественский, Михаил Таривердиев и другой замечательный композитор. И они пригласили Муслима исполнять песни для кинофильма «17 мгновений весны». И они его пригласили, и он напел несколько песен, и Лиознова их прослушала. Вот эта знаменитая песня «Боль моя, ты...» Да, И она конечно. сказала совершенно потрясающую фразу: «В этом исполнении слишком много Магомаева». То есть по ее задумке, в этом, ну, который потом блистательно спел Иосиф Давыдович Кобзон эти песни, предполагалось, что вот Штирлиц, тот же Тихонов, это как бы закадровый внутренний голос героя поет, и певец должен был, голос певца, раствориться в герое. А Магомаев настолько индивидуален. Да, он был, что называется, образ этого. Да, он перевел, он сказал, говорит, слишком много. Это единственная была причина, почему в этой великом фильме не звучит голос. Хотя запись есть, вот там запись есть, она практически никогда не звучит, этих песен в исполнении Магомаева. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешко тонкой линией. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Я хотел бы вот, когда говорили о невероятной славе и популярности, рассказать бытовую совершенно историю. Дело в том, что Муслим, несмотря на свою такую потрясающую форму, он всегда великолепно выглядел, он очень любил азербайджанскую кухню. И
Муслим с Тамарой приехали к моей теще в гости. Был какой-то праздник. И он решил в этот день немножко расслабиться, поесть. Поесть. Тамаре Ну, в это общем, не... все время на диете мы сидели, да. Тамаре Ну, это надо же было немножко не, лицо. не понравилось. И она уехала чуть раньше, если ты помнишь. Мы остались с Муслимом, и в то время там вызов такси, все это очень было проблематично. Он знал, что у меня есть машина, он говорит, все, поехали, спускаемся вниз. Это новые Черемушки. До Севастопольского проспекта надо было пройти метров 300, можно было легко остановиться. Он так смотрит, а ты почему? Я прохожу, мы проходим мимо моей машины. Почему ты не хочешь меня отвезти? Я говорю, Муслим, мы же немножко вроде выпили. Ничего страшного, садись за руль, поехали. Мы сели за руль, я очень медленно еду, очень медленно. И это, естественно, привлекло внимание на Ленинском проспекте. Меня, значит, объехала машина ГАИ. Нет, они мне показали, остановились сзади. Я в зеркало смотрю, он так похлопывая, значит, по сапогу палочкой подходит к машине. Я приоткрыл стекло и понимаю, что сейчас я влипну. Я, значит, в права кладу сразу там 50 рублей, по тем временам это огромные деньги, и протягиваю ему, значит, права. Он берет, но обычно опытные гаишники, если они даже хотели тебя отпустить за какую-то мзду по тем временам, они заглядывали в машину, что кто рядом. И вот представь себе, человек в ушанке, это зимой было, он, значит, вот так заглядывает в машину, и у него начинает ехать ушанка. Я это видел своими глазами. То есть ушанка, нет, у него вот ушанка поехала, на лоб как-то съехала. Да. А он уже понял, что я выпивший, он мне говорит, выйди из машины строгим голосом. Муслим в это время нервно просто курит. Значит, меня высадили из машины, он сел за руль. Ну, естественно, сказали, куда ехать. Меня посадили в эту машину ГАИ, и нас привезли домой. Потом меня отвезли тоже домой и сказали, чтобы я больше так не делал. А комментарий был, ты сошел с ума, ты пьяный везешь Магомаева, ты сошел с ума. Ну вот мы тут уже упоминали о том, как разнообразно был одарен Муслим Магомедович, и рисовал там, и писал, он написал книгу. И не одну. И не одну. И вел передачи на радио и прочее, прочее. Но он отдавал такие мастер-классы, да, но не профессиональные, не собирая много людей. Но, например, Робертино Лоретти получил от него определенный мастер-класс. Что это такое было? Это вдохновение, когда вот ему, так сказать... Нет. Робертино Лоретти был у нас в гостях. Он, конечно, знал Муслима и о Муслиме. Мы сначала посидели, пообщались за столом, и он тихо-тихо пробрался к инструменту Муслим. Ну, у Робертино ушки на макушке, он стал все играть из его репертуара. Ну, тот, конечно, сразу завелся, тенор, куда его денешь. А потом он стал его провоцировать. Он заставил его спеть из тоски Каварадоси. Он говорит, Муслим, я не смогу. А ты попробуй. Вот это и был мастер-класс. Он сам в себя не поверил. Потому что он говорит, я давно это не делаю, я давно не пою такой репертуар, я больше неаполитанские песни пою. Вот он. Давайте сейчас посмотрим, у нас есть небольшие вот кусочки интервью Робертино Лоретти. Нас интересовала итальянская музыка. Он обожал ее. Он хотел, чтобы я пел что-то необычное, разнообразное. Не только «Санта-Лючия» и «Аве Мария». Он играл, и играл очень хорошо. Давай, пой, Роберто. Но я не оперный певец. И вдруг я начал брать эти ноты, которые доступны тенору. Я не был готов, но у меня появился интерес к развитию. Он говорил, смотри, Роберто, ты на многое способен, на вещи более сложные. И я начал подзадоривать сам себя, и это многое мне дало. Ну вот это такая харизматичность, которая распространялась на всех, сказалась и на судьбе Эмина.
У вашего отца были совсем другие планы насчет вас и насчет вашего Но будущего. они сохранились, мы нашли золотую середину, наверное. Именно. Но именно Муслим Магомедович сказал, отстань от него. Но он ему звонил, прежде говоря, отстань от мальчика. Какой бизнес он должен петь. И это было очень лестно и приятно слушать, потому что в присутствии Муслима Магомедовича дома, когда он садился за рояль, говорил, иди сюда, сейчас будешь петь, у меня просто, не то что я разговаривать не мог, а не то что петь. Я покрывался каким-то синим потом, я хотел провалиться в этот момент сквозь землю, потому что петь, когда за роялем Магомаев, и он еще транспонент, тебе здесь повыше, пониже, повыше, и ты не понимаешь, в какой тональности ты находишься, и чем это закончится, и это полный позор и провал. Но потом он говорил, молодец, вот, кстати, кадры из этих домашних репетиций. Это я сейчас с серьезным лицом хожу, на самом деле я там не хочу быть в этот момент. Это очень страшно. Но и в вашем репертуаре тоже есть песня Муслима Магомедовича, и она какая-то особенная. Но она не просто особенная. Я считаю, что вот мы как раз позавчера с Тамарой Ильич по телефону долго беседовали. 40 минут. Да. И можно совершенно... Вот я уверен, что «Синяя вечность», музыку, которую написал сам Муслим Магомедович, а Геннадий Козловский написал стихи, это та самая песня, за 3 минуты мы видим всего Магомаева. Нежного, трогательного в начале и абсолютно взрывного и такого космического, сильного в этих припевах. Песня 68-го, по-моему, 9-го года, если я не ошибаюсь. Нет, это кадр. съемка 71. Прошло уже фактически почти полвека. Это абсолютно вечная песня Магомаева. Я с удовольствием ее исполню. Спасибо большое. Эмин Агаларов. Надо попробовать. Море вернулось говором чая, песни прибоя, рассвет пробудил сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, и ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки, сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки, на синих ладонях несет корабли.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Сегодня вечером мы в этой студии вспоминаем Муслима Магомаева, и за нашим столом его самые близкие друзья. И сейчас я хочу передать слово певице, которая уже много лет живет в Германии, но которая, тем не менее, начинала свою дорогу рядом с Муслимом Магомаевым. Это певица Лариса Мондрус. Давайте ее послушаем. Только тебя. Муслим был счастлив, и я была тогда счастлива. И я знаю, что я посмеивалась над Мусиком и говорила: Муслим, ну как же ты так? Ты столько зарабатываешь денег, ты такой популярный, тебя так все любят, и ты до сих пор еще не приобрел себе машину, и еще у тебя нету никакой квартиры в Москве. Он говорит: ай, ты ничего не понимаешь, свобода – это самое главное. Вечеринки, которые происходили после концертов, на все эти вечеринки всегда приглашал Муслим. Он был тем человеком, который оплачивал все это. Наверное, именно поэтому у него в то время не было еще ни машины, ни квартиры, потому что он любил очень друзей, и он был очень щедрым. Знаете, я сейчас расскажу историю про машину. Я просто вспомнил. Причем это рассказывал мне не Муслим, это даже не знает Тамара. Ну-ка, ну-ка. Значит, я как-то случайно познакомился с Понаровской, с Ириной. Давно, лет, я не знаю, 10-12 назад. И она мне рассказала историю, что у нее подошла тогда машина в Советском Союзе, надо было стоять в очереди и так далее. Подошла очередь, да. Ей надо было выкупать машину, «Жигули». Ей не хватало 1500 рублей. Она обзвонила всех своих знакомых, попросить в долг. Никто ей не дал. Ей посоветовали обратись к Муслиму, он даст. Вот он точно не откажет. Она говорит: я его не знаю, мне неудобно. Говорит: ничего, позвони, представься, что ты Ира Понаровская, он даст. И говорит: я позвонил, он сказал: приезжай за деньгами. Это в тот момент, когда у него самого не было машины. Просто чтобы было понятно, как Муслим относился к деньгам. Тамара Ильич, а вы, став супругой, как-то пытались, сказать, что давай все-таки что-то в дом откладывать, нельзя же так широко жить, вот и так далее, и так далее. Нет? А что, разве не видно? Никогда. Но квартира все-таки появилась у вас. Появилась. Он приехал из гостиницы «Россия». Я же москвичка коренная. Он приехал в эту квартиру после того, как я оставила свою московскую квартиру первому супругу. И ушла жить к нему в гостиницу. Так. Все. Угу. А потом нам уже разрешили иметь квартиру здесь вдвоем. Ваша квартира, она такая удивительная, надо сказать. Очень театральная. Да. В ней как будто такие декорации немножечко есть. Вот наша жизнь так была. Это чья была идея? Я думаю, что он как художник, конечно, он был главным. Вот. А я как, так сказать, по уюту. Исполнитель в большей степени. Нет, я принимал, конечно, какое-то участие, но я полностью доверяла его вкусу, потому что у него вкус действительно был очень хороший. Тут раз вспомнил по поводу щедрости Муслима. В 1969 году я оказался в Петропавловске-Камчатском. Там были концерты на стадионе. И концерты закрывал Муслим. И директор филармонии, большой человек, в смысле крупный, с длинной бородой, фамилия Маграчев была его. И он говорил: не давать денег Магомаеву. Почему? Ни в коем случае не давать. Он говорит: почему?
Он все истратит. Он всех приглашает каждый вечер, чтобы они все сидели, ужинали, пили. Это невозможно. Он же приехал, ему говорят, ну, он что, концертную ставку получает? Не ваше дело, сколько он получает, говорил этот Макрачев. Ваше, сколько он тратит. Он столько не зарабатывает. Такая забота была, да. Ну, мы вот заговорили о квартире, и у нас есть небольшой сюжет, в котором Муслим Магомедович рассказывает о том, как он, собственно говоря, любит эту квартиру, как он ее обустраивал. Давайте его посмотрим. Ремонт сделали. Вот с этой комнаты, в которой мы сидим, нам страшно не повезло. Идея была хорошая. Вот эти вот вроде как гобелены, они вообще-то элементарные бордюры. Не рассказывай. Они должны идти поверху, просто как бордюр элементарно. А мы их сделали вниз. И получилась вот такая гобеленовая. А не повезло, потому что они у нас все отклеивали. Мастера ушли, и я потом взял клей и сам, в общем, подклеил. То там, то здесь, то тут, то там. В общем, работал маляром, короче говоря. Все эти досочки прибивал, красил их. Я могу и обои наклеить сам, если мне... Это ему просто интересно. Мне просто нравится. Ну, вот еще один факт, который меня потряс, что он освоил интернет. И не просто освоил, а там вел какой-то свой сайт, общался он был самым, на то время, мне кажется, самым модным блогером. Да, вот это сегодня бы присвоили именно это Ни имя. один певец на тот момент не владел интернетом так, как владел Муслим Магомедович. Но это же невероятно. То есть вот его не останавливало... Он технически тоже был одарен. А вы умели в тот момент или нет? Или Что? В интернете? Я и сейчас не умею. Ах, вот так. То есть это было... Нет, ну я освоила, а потом я первая научилась писать смс-ки. Вот, обошли его на повороте, что называется. А я говорю, а ты почему мне не отвечаешь? На что? А я говорю, я тебе смс. Я не умею. Я не умею. Я говорю, да что же, это очень просто. Ты же сидишь на компьютере, что-то... Нет, говорю, Тяпа, это надо очки надевать, это нет. Как он вас назвал? Это не важно. Тяпа? Это такое было у вас домашнее? Да у нас много было таких домашних. Как это трогательно. А Тамарочка его Кутя. Ну вот видишь, все рассказала. Все Нельзя, нельзя. Зачем? Это самые нежные имена. Методе, коль вы начали уже рассказывать, есть у вас такие познания тоже про Муслима Магомедовича, про то, что он владел интернетом. Стало быть, вы как-то лично общались? У меня всего лишь одна встреча была с Муслимом Магомедовичем, но она была легендарная для меня и судьбоносной. Были съемки, Тамара Ильинична сказала, вы знаете, у вас есть буквально 15 минут. У Муслима Магомедовича нет больше времени. И мы зашли, я не помню себя там, потому что я потерял, как Эмин говорил, да, все синим потом, уходил под землю. Но я помню, что Муслим Магомедович сел за рояль, у него была сигарета вот здесь и вот здесь. Две сразу? Ну, как-то, видимо, какая рука была свободнее, он ту сигарету и брал. Но не в этом дело. Мы начали петь одну песню, потом пошла вторая песня, потом, Тамара Ильинична, да, третья песня. Да. И эта Он проверял его возможности, его да, диапазон. эта встреча была где-то на полчаса, наверное, больше. Потом мы сели за стол, и, как всегда, Тамара Ильинична улыбалась, вот как сейчас, в принципе. Она очень, у нее красивая, потрясающая красивая улыбка. И, понимаете... А как же это вы? Вот 15 минут исчерпали и Да я сам удивлялся, потому что я боялся... Он чувствует, не выгнали, значит, можно посидеть. Да, и мы вот... Значит, надо закрепиться. Сигареты, курица. И играли. Действительно, у Методи очень красивый голос. Муслим его погонял по диапазону, это точно. Значит, попросил... Собственно, речь-то шла о том, что стоит ли ему... Да, заняться эстрадой. Да. И он, когда пришел и спел, и Муслим сказал, да, вполне. Ну, как мы знаем, Методи Бужор прислушался к рекомендациям маэстро и избрал эстраду, и просим вас. По переулкам бродит лето,
Солнце льется прямо с крыш, потоки солнечного света. У киоска ты стоишь, я иду к тебе навстречу. Я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И даже сами не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. Как единственная на свете королеве красоты. Как единственная на свете королеве красоты. Методий Бужон. К нашей беседе присоединился еще один совершенно замечательный певец Сережа Волчков. Приветствуем тебя. Тамара Ильинична, вас с Сережей Волчковым связывает какая-то абсолютно особенная история. Потому что, как я понимаю, Сережа пытался быть вашим учеником, но... Было такое. Расскажите, пожалуйста. Вот Сережа был принят в ГИТИС много-много лет тому назад. И я его запомнила потому, как он поступал. Голос у него был очень красивый. Вот. И когда он пришел и сказал: Тамара Ильинична, я бы хотел у вас заниматься. Ну, я не знаю, как Сережа к этому отнесся. Мне кажется, все понял. Конечно. Это было совсем-совсем все еще свежее. Ты в каком году поступил? Это, по-моему, 2009 год был. Ну, вот понимаешь, что года не прошло. Как года ушел не прошло, да. Иван. И я не могла слушать репертуар, не могла слушать Муслима. Кто-то пел его вещи. Тоже, ну, мне тяжело было. И тем более еще баритон. Я представила, что я буду заниматься, Сережа, а занимаюсь я, так сказать, ну, на 100%, на 200% я занимаюсь, чтобы хотя бы 70 вынести на сцену. Сережа знает это. И я все время буду слышать какие-то либо не очень удающиеся места в каких-то произведениях, либо хорошо. И то, и другое для меня было на тот момент, ну, неприемлемо, короче говоря. Поэтому я прошу до сих пор прощения. Вот. Но, тем не менее, Сережа, он умный человек, сейчас скажешь, да? Он умный человек, он все понял, он избрал, так сказать, другого педагога, но иногда просил разрешения заходить к нам в класс. Приходил спокойно и сидел на урок. Вот и все, что я могу сказать о Сереже. Я очень довольна. Что ты замечательно закончил институт, и у тебя складывается, я не люблю слово карьера, твоя творческая жизнь. Спасибо большое. Знаешь? Тамара Ильинична, я всегда говорил вам и говорю спасибо. Во-первых, Тамара Ильинична сказала, что второго Муслима, Сергей, не будет. И это она мне дала понять, что не нужно заниматься в этой жизни подражанием, быть похожим, снимать интонации, делать жесты какие-то, а будь просто первым Сергеем Волчковым. Может быть, это по-другому как-то звучало. Всё правильно но сказал. сама идеология, я до сих пор это говорю. Меня тоже иногда спрашивают, вот как нам? Я говорю, вот будь самим собой. И иди по жизни. Да, действительно, я исполняю этот репертуар. Знаю практически все песни. Я сегодня пришел не с пустыми руками. Да, Чтобы ты все пришел- знали, это мой любимый мультфильм и любимая пластинка. Сейчас она, конечно, в новом издании. Сейчас слушать... Но картинка вот ровно такая же, как в моем детстве была. И У моя меня была дочь, такая пластинка. ей уже 4 года, одной 4 месяца. Вот, Что ты говоришь? У тебя второй ребеночек родился? Да, 2. Поздравляю. Спасибо большое. Ну, ты знаешь, может быть,
издание. Может быть, не все зрители Это новое издание. Это новое издание. Может быть, не все зрители подозревают, почему любовь к Муслиму Магомаеву началась с пластинки к бременским Да, музыкантам. очень много детишек на этом Да, я выросли, думаю, да. выросли-то во-первых, многие, но не подозревают. Но не подозревает, Ксения, может, моя тоже не подозревает, но уже все песни знает наизусть. И, вы знаете, свет часто выключали дома, и я помню, когда слушаешь эту серенаду, и бам... И я до пальцем быстрее догонять до конца, чтобы дослушать эту прекрасную серенаду. И знаете, по жизни, даже гастролируешь, едешь в каком-нибудь городе, а там солнце, потому что в Москве сейчас очень редко ходишь. Да. И я всегда... Луч, солнце, золото. И поешь эту песню, но в правом ухе звучит Муслим Магомаев. Но положим еще то, что вот эту арию Трубадура, что она принадлежит голосу Муслима Магомаева, это хоть часть людей знает, но то, что на самом деле все персонажи и все арии, исполненные Муслимом Магомедовичем, я думаю, для многих окажется новостью. Вы как вспоминает об этом Юрий Энтин. Давайте послушаем. Луч солнца золотого зимы скрыла пелена. Работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Огонь, как у собаки, а глаз, как у орла. Как мы только назвали бременские музыканты, что мы ему предлагаем спеть все песни за всех героев, Магомаев, не задумываясь, согласился. Он перепутал одну строчку, и мы это совершенно не заметили. Там надо было спеть «Руки моей железной боятся как огня», а он спел какой-то «Руки моей», не помню даже. Другое слово какое-то употребил, и мы в восторге от того, что слышим его голос, никто не заметил. Потом мы вдруг заметили, стали его искать, он был на гастролях. И, в общем, вот все. И тогда Геннадий Гладков уже его голосом вот спел, вставил «Руки моей железные боятся как огня». Руки моей железной боятся как огня. Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Гонорар? Какой гонорар? Он говорит, я не возьму никакого гонорара. Наоборот, я вам дам гонорар. Я готов сам заплатить за удовольствие. Я сейчас не работаю, я наслаждаюсь. И мне весело, и вам весело, и за это не берут гонорар. Солнце взойдет, солнце взойдет. Ну что же, а сразу после рекламы мы услышим человека, который делал пародию на Муслима Магомаева, Владимир Винокур. Не переключайтесь. По-настоящему легенду певца Муслима Магомаева. И сейчас я хотела бы передать слово еще одному его другу. Это Владимир Винокур. Давайте его послушаем. Он был удивительно интеллигентным человеком. Что вот Муслим себе позволил утром или днем там выйти даже в любой обстановке к столу там на обед или на завтрак в шортах там или в майке. Он всегда был в костюме. Никогда не употреблял ненормативную лексику. В Баку у меня был смешной случай. Я пригласил их на концерт, Муслима и Тамарочку. Они меня проводили до гостиницы. И ночью вдруг я почувствовал, что открываю глаза, и я еду на кровати, еду к балкону. Думаю, как будто немного выпили. И тут звонок раздается. Я хватаю трубку. Муслим. Алло, Володя.
это Муслим. Ты сейчас чем занимаешься? Я говорю, я сейчас еду на кровати к балкону. Он говорит, ты не волнуйся, это ничего не значит. Ты вчера не так много пил. Просто у нас землетрясение небольшое. Поэтому ты встань и пойди в туалет. Это железобетонный блок. И там посиди, а я тебе перезвоню, когда дадут отбой. И я, наверное, единственный из всей гостиницы сидел в этом совместном туалете таком. Вот, пока не раздался звонок. Муслим позвонил. Володя, отбой. Можешь выходить. Все нормально. А было землетрясение тогда. И Муслим меня тогда очень рассмешил. Он мне помогал тем, что разрешил с собой дружить. Потому что для меня это высокая честь была. И до сих пор я вспоминаю это все и кланяюсь памяти великого артиста и певца. А что за история, что выступая перед шейхом каким-то, я, к сожалению, не точно знаю, Муслим Магомедович отказался от гонорара? Да, вот такой он Это человек было был. частное приглашение, потому что... Да. Да, на коронацию шаха Ирана он был приглашен его супругой. Сурия, по-моему, я не помню сейчас. Сурия Пехлеви. Вот. И она по происхождению была азербайджанка. Вот этот самый перстень, который ему подарил шах Ирана. Потому что он отказывался, Не чтобы потому ты- что. и Почему? это- Разве это что? То есть это было Ты и не то, взял и на то? тебе перстень? Нет. Нет. Просто когда он туда, значит, был приглашен и приехал, вот еще хочу одну вещь сказать. Он настолько был застенчивый человек, что он просидел на воде и куске хлеба, который был там в номере. Потому что ему никто не сказал, что можно спуститься, позавтракать и пообедать. У них не было денег, им не дали. Вот от госконцерта он ездил, представляешь? Там И вот он... такие годы, там рубли не поменяешь на Да. И он реалы. просидел, а потом он попал на этот банкет в честь, так сказать, коронации. И он там спел. Ну, он довольно много пел. Шах, так сказать, пришел в восторг. И ему тут же вынесли какой-то очень толстый конверт денег. А там рядом находился с ним человек, который был рядом с ним от госконцерта. Ну, курировал его. Да. Вот. И он, значит, находился в этот момент рядом с ним. Он сказал, говорит, вот вам гонорар за ваше выступление. Он говорит, извините, говорит, я в гостях денег не беру. Все. Что было с этим человеком из госконцерта? Как они Взял его бы, мне бы дружно отдал. полюбили такое количество денег, потому что это не ему все равно бы принадлежало бы. Не только поэтому. Просто он настолько человек был широкий, что, ну как это? Тебя пригласили в гости, ты спел, тебе еще деньги за это дали? Нет. Вот не понять. Нет, почему? Понять? Конечно. Вот сейчас уже понять, да? Да. Вот. Ну, шах решил, так сказать, другим путем ему отплатить. Он подарил, прежде всего, вот этот замечательный перстень. Вот. У перстня тоже своя судьба, да, сейчас. Вот. Сейчас выставлен в музее, как я понимаю, да? Да. Вот. А потом он подарил какой-то шахский ковер, там какие-то женские часы с какой-то головкой. Потом, ну, в общем, шкатулка серебряная. Все это он и привез сюда. И когда на таможне стали вспоминать, а это, говорит, откуда у вас? У вас задекларировано? Он сказал, нет, это подарки. Нет, это не положено. Он говорит, хорошо, вы заберите это все и выясняйте взаимоотношения с шахом Ирана. Все, вопрос был решен. То есть он с большим достоинством себя вел везде. На таможне, в гостях. Когда мы решили делать музей с именем, мы его машину, которую нам передала Тамара, значит, решили выставить музей, но предварительно ее надо было помыть. И мне звонит Эмин, говорит, пришел мойщик, принес в конверте окурок и говорит, что с ним делать?
Эмин говорит, а что ты имеешь в виду? Он говорит, ну как, я же не могу его выбросить, это окурок Муслима Магомаева. Окурок. Тамара Ильинична. Правда жизни. Вот действительно встает вопрос, почему так рано решил проститься с профессией, с эстрадой Муслим Магомедович? И не возражали ли вы? Ему можно было возражать? Не Только тот вопрос. принимать? Нет. Порассуждать можно было. Но у меня даже не возникал такой вопрос. Если он так решил, значит, у него есть на это основание. Он не хотел уходить со сцены. Он хотел выйти и также красиво уйти, чтобы в памяти остался Муслим, тот, которого вот мы... Весь вечер этот смотрит. Да, понимаете? Вот когда его стали показывать уже больным человеком, я думаю, что он был бы против этих кадров. Потому что артист всегда остается артистом. Всегда. Я знаю, что за эти годы были предложения какие-то частные, маленькие, что, ну, может быть, хотя бы в одном концерте он отказывался, говоря, что однажды принято решение. Да. Ну, это, собственно, его крылатое выражение, которое я поддержала двумя руками, что лучше уйти на полчаса раньше, чем на 1 минуту позже. И когда мы встретились в нашем доме с нашей великой Галиной Павловной Вишневской, она говорит, вы правильно сделали, Муслим, правильно. И она точно так же повторила эти слова. Ну, немножко в другой интерпретации, понимаете? Так что я не то, что я приветствую, мне жалко было. Потому что... Я боюсь, что он не нашел не на полчаса, он на час раньше ушел. Он все-таки слишком, вот не знаю. Ну, я говорю от имени, просто не то, что от имени, я понимаю. Как, по своим ощущениям, его очень не хватало, понимаешь? Вот просто реально не хватало. И мне кажется, все-таки ушел все-таки слишком рано. Миша, вот я тебе клянусь. Его и сейчас не хватает. В том-то и дело. Знаете, последние несколько лет я пытался как-то Муслима, в общем, немножко развеселить и организовывал ему дни рождения, на которые он не хотел приходить. Почему? Ну, я говорил, Муслим, надо прийти, там, то есть он говорит, а кого ты там опять... Я говорю, все твои друзья, все тебя ждут, надо прийти на день рождения. И одно было в посольстве напротив, долго уговаривали Муслима запеть, очень долго. Он, нет, ну, под вечер, когда он сел за рояль и запел, Галина Павловна. все выдающиеся гости, которые там присутствовали, начали его снимать и записывать на все, что у них было. И говорили все, тихо-тихо поет Магомаев. Вот все, кто был в зале. А когда он пришел на свой последний юбилей, в 65 лет с Тамарой они приехали в Крокус, я понимал, что это последний юбилей, потому что я так часто очень приходил, понимал, что он, в общем-то, болеет, хотя никогда в жизни он ни на что не жаловался. Ни один человек не может сказать, чтобы Муслим когда-то пожаловался на здоровье. Хотя ему было уже тяжело ходить. И он зашел в зал, там было человек 100, наверное. Там, начиная от Пугачевой, заканчивая Сашей Ворошиловой. То есть все были в зале. Тоже была 5-минутная овация. То есть они там последний раз вместе спели с Эмином «My Way». Ну вот она. Друзья, я свое пел. Теперь я хочу представить вам молодого... Еле говорит уже, больной. Вот такого. Эмин Агаларов, сын моего самого близкого друга Агаларова Араза. I've loved and cried. I've had my feet, my share of losing, and now, as tears subside,
himself that he has not to say the words he truly feels, and not the words of one who kneels. But like it shows, I took the blows and did Я хочу сказать, что Муслим Магомедович ушел из жизни в 2008 году. В этом году будет 10 лет. Но весь этот вечер мы говорим об этом человеке и вспоминаем о нем светло. И мне кажется, что в этом смысле финальная песня, которую я хочу попросить исполнить Сережу Волчкова, «Луч солнца золотого», приобретает несколько другой оттенок. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Сергей Волчков. Сегодня вечером мы вспоминали великого певца, легендарного певца Муслима Магомаева. Я очень благодарна всем, кто сегодня это делал вместе с нами. И прощаюсь с вами ровно на неделю. До следующей субботы. До новых встреч.